Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Ежегодный праздник урожая состоялся в селе Лыхны на исторической поляне Лыхнашта. В мероприятии приняли участие 20 сел Гудаутского района. Многочисленные гости, в числе которых был и президент Рауль Хаджимба, смогли посетить импровизированные абхазские дворики и насладиться изысками национальной кухни, а также посмотреть концертную программу. Подробности о празднике урожая смотрите в репортаже Алики Трапш. По традиции, ежегодно на исторической поляне Лыхнашта во второе воскресенье октября проходит праздник урожая. В этом году в мероприятии участвовали 20 сел Гудаутского района. Для каждого села соорудили импровизированный абхазский дворик, где были представлены дары осени. Сельские жители предлагали для дегустации молодое вино и изыски национальной кухни, приготовленные практически на глазах у участников гуляний. И, судя по всему, никто из посетителей не остался голодным. В этот день на исторической поляне Лыхнашта царила атмосфера настоящего праздника и веселья. Сюда съехалось множество гостей со всех районов республики, в числе которых были и президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, члены правительства, а также гости из России. Гости из Татарстана, волей судьбы, мне пришлось не первый раз здесь присутствовать. Очень рад вашему гостеприимству. Особенно радует народ ваш. Молодежь очень воспитанная. Спасибо вам за организацию праздника. Вкусность – это особая тема, просто сам колорит праздника. Национальный колорит не всегда присутствует. Вот здесь именно окунулись в танцы, доброжелательность людей. Очень понравилось. Попали первый раз на праздник, хотя в Абхазии уже не первый раз отдыхаем. Очень все гостеприимно, очень народ, очень нам нравится. На празднике урожая хореографические и вокальные ансамбли республики развлекали гостей своими концертными программами. Не обошлось народное гуляние и без национальных спортивных игр. Каждый желающий мог попробовать себя в той или иной игре. В рамках празднования состоялись и конно-спортивные соревнования. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Вопросы организации школьного питания обсуждали в Общественной палате на прошлой неделе. Наш корреспондент, освещавший эту тему, к сожалению, использовал архивные кадры, снятые за пределами школьных учреждений, что повлекло за собой несоответствие действительности. Наши журналисты решили выяснить, какова на самом деле ситуация в столичных школах с организацией питания. В центре внимания наших корреспондентов были как работники школьных столовых, так и непосредственно сами дети. Подробности у Сари Смар. Полноценное и сбалансированное школьное питание является одним из важных условий поддержания здоровья детей и способности к эффективному обучению. Именно поэтому во многих странах, в том числе и у нас, уделяют большое внимание организации питания. Однако нередко можно услышать и критику в адрес работы школьных столовых, аргументируя это тем, что дети питаются вредной едой, употребляют чипсы и газированные напитки. Учитывая это, наша съемочная группа решила лично проверить, чем питаются дети в школьных столовых. К примеру, 14-я школа в районе Турбазы. К нашему приходу в образовательном учреждении шли уроки. Детей в столовой практически не было. Тем не менее, можно было воочию увидеть работу столовой. Меню здесь самое разнообразное. Школьникам готовят и первые, и вторые блюда – выпечку, компоты, булочки. Мы со своей стороны, конечно, с учетом всех требований правильного питания, предлагаем детям еду. Ну, ежедневно это котлеты, конечно, они у нас не жарятся, все готовится в такой специальной духовке, пароконвекторная духовка, булки пекутся там.
И ассортимент очень разнообразный. И рыба жарена для желающих. Это большей частью, наверное, взрослых где-то берут. Кстати, столовая была совсем недавно отремонтирована. Здесь установлена новая техника, которая, несомненно, сказывается и на качестве приготовленных блюд. Что касается детей, они живо рассказывали нам, что им здесь больше всего нравится. Я люблю кушать пюре с котлетой и подливу. Еще я люблю кушать макароны с котлетой. Здесь очень вкусно готовят, мне очень нравится. Каждый день прихожу сюда, кушаю котлету, пюре, сосиску. Вторая средняя школа имени Пушкина также удивила своим разнообразным меню. Супы, гречка, макароны, плов с курицей, пюре – всего этого здесь всегда в достатке. Помимо этого детей кормят овощными салатами и самой разнообразной выпечкой. При этом работники столовой негодуют на то, что дети часто предпочитают их полноценным обедам газировку и чипсы, купленные в магазинах. Есть дети, которые не пообедав не уходят. Пюре, котлетка. Это очень тоже любят. Ну и все, сырники, вот творожники. Никогда нет чипсов у нас, никогда нет газировки, хотя об этом и говорят многие. Ну так, стараемся. Знают, что нет, не просят. Все выбегают спокойно в магазин рядом. Работники столовой рассказывают, что все необходимые продукты поставляет организация «Абхаз Универсал Торг» каждые 3 дня. Овощи и зелень заблаговременно подготавливают и замораживают. Все это делается для удобства, а также для того, чтобы сохранить свежесть самих продуктов. Морозильные камеры в столовых переполнены мясными изделиями, а из замороженных фруктов ежедневно варятся компоты. Все продукты у нас свежие, каждый раз мы получим, каждый 3-й день. Вот стоит морозильная камера, можете посмотреть. Готовим мы все здесь, выпекаем здесь, вся продукция готовится здесь. То есть мы ничего не, кроме сока и воды, все готовится тут. К примеру, для полноценного обеда в среднем ребенку достаточно 50 рублей. На эту сумму школьники могут купить в столовой пюре и котлету, выпить компот или же выбрать суп. Часто дети на эту сумму покупают себе булочку и соки. К сожалению, часто бывает такое, что дети не успевают полноценно поесть даже за время большой перемены, так как им 15 минут недостаточно. По словам руководства школ и самих работников столовых, именно поэтому школьникам зачастую приходится довольствоваться булочками и натуральными соками. Часто бывает и такое, что они кушают только после всех уроков. Вместе с детьми часто в столовых обедают и родители. Пообщаться с ними у нас не было возможности, но со слов поваров понятно, довольны здесь все. Первое, не успевают кушать, хотя у нас всегда есть булочка, сок, какао. Хотелось бы, чтобы перемены были по 20, если бы у нас была бы возможность, 2 перемены по 20 минут, с удовольствием мы сделали бы. Но у нас из-за того, что мы учимся в 2 смены, мы не можем себе на сегодня позволить такие 2 перемены. В столовой 10-й средней школы в среднем в день питается около 300 детей. Как и в каждой школе, здесь представлено меню комплексных обедов. Несмотря на то, что столовое оборудование здесь уже устарело, это никак не влияет на качество предоставляемой детям еды. Яркий пример тому – количество детей, желающих поесть между уроками. Вот у нас группа, они приходят, заказывают. Есть комплексные обеды. Вот они один день хотят комплексный обед, второй день они хотят просто второе или первое с компотом, с чаем или с киселем. Ну, сами все здесь делаем. Мы и сладкие булочки выпекаем здесь. Из увиденного нами сегодня мы можем сделать вывод. Еда в школьных столовых не только разнообразная, но полезная и сытная. Конечно, сегодня не все школы города обеспечены хорошими столовыми, где детям предлагаются на выбор самые разнообразные блюда. Но мы надеемся, это вопрос лишь времени. Сария Смыр, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. На 82-м году ушла из жизни заслуженный учитель Республики Абхазия, отличник народного образования, кавалер ордена Ахтзапша 3-й степени Сырма Камуговна Агарба. Она много лет работала учителем начальных классов в Калдахарской и Куланрухской школах, была воспитателем и преподавателем абхазского языка и литературы в Сухумской школе-интернате. С 1995 года по настоящее время Сырма Камуговна Агарба была главным научным сотрудником отдела начального образования в Институте педагогики
педагогики Министерства образования и науки Абхазии. Сырма Агарба является автором более 40 научных работ, соавтором программ учебников по литературному чтению для 2-4 классов, методических пособий для начальной абхазской школы. Сырма Камуговна всю свою жизнь посвятила воспитанию подрастающего поколения, и в памяти коллег она останется как талантливый педагог, человек большой души и яркий пример подражания еще не для одного поколения педагогов. Сырма Камуговна Агарба – человек с большой буквы, высоких нравственных ценностей, высокого человеколюбия и интеллекта. Сырма Камуговна всю свою сознательную жизнь она отдала становлению в системе образования национальной школы. Сырма Камуговна – пример для подражания, как надо вести себя. Если даже человек говорит что-то, да, вот допустим, какое-то замечание делает, да, или какие-то вот рекомендации, вот это вот так говорилось, что люди с большим удовольствием и слушали. Я очень часто бывала в аудиториях, да, когда Сырма Камуговна проводила встречи с учителями, семинары с учителями, с каким трепетом слушали ее и воспринимали все, что она говорила, потому что сама была образцом всего того, что она и говорила. Самому титулованному абхазскому футболисту, легенде советского футбола Виталию Дороселе в этом году исполнился бы 61 год. Почтить память и возложить цветы к мемориалу великого футболиста в Очамчире пришли родные и близкие Виталия Дороселя, его друзья, общественность и школьники. Заслуженный мастер спорта СССР Виталий Дороселе известен всему миру по выступлениям за тбилисское «Динамо» и сборную СССР. На 26-м году жизнь легендарного абхазского футболиста трагически оборвалась. Это стало большой утратой не только для футбола, но и для всей Абхазии. В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба состоялся благотворительный концерт классической музыки под названием «Сила музыки». Впервые на абхазской сцене выступил композитор и пианист Алексей Хевелев, обладатель золотой медали на фестивале имени Прокофьева в Великобритании, стипендиат Ростроповича, член Союза композиторов России, лауреат международных конкурсов. Уникально то, что совместно с композитором на сцене филармонии произведения абхазских и зарубежных композиторов исполнила государственная хоровая капелла Абхазии под управлением народной артистки Норы Аджинджал. Также на сцене Госфилармонии выступила исполнительница абхазских романсов Мадина Кварацхелия. Все вырученные средства, собранные в рамках мероприятия, по словам организаторов, будут направлены на оплату лечения тяжело больной подопечной фонда Ашана Тамары Тарба. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 11-16, днем 22-27 градусов. Температура морской воды 22 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.